Ребята, всем привет! Фух, выбрался на рыбалку, все-таки удалось. Сегодня один, никто меня не смог поддержать. Кто-то фестивалит, кто-то работает, кто-то бухает. А я, короче, не бухаю, не работаю, не фестивалю, поэтому я на рыбалке. Сегодня другая локация. Выбрался в другое место. В этом году еще здесь ни разу не был. Да вообще нигде не был. Все на один и тот же перекат ездили. Вот. Поэтому будем пробовать как бы что-то поймать здесь. А ловить будем опять головля. Ну, пробовать поймать головля. Вот. Сейчас буду на моторе подниматься вверх по течению километров на 6. Может на 10. Посмотрим там как бы вот. Ну, так приблизительно, навскидку. Как-то я мерил там расстояние. Какие-то ориентиры знаю. Вот. Сейчас заправляюсь до полного. Встаем на мотор. И херачим вверх по течению. Где-то останавливаться будем, ну, покидаю, а потом обратно пойдем с плавом, будем пытаться поймать активного головля. Ну, как-то так. Все, поехали. Так. Бензин у меня не особо много. Ну, главное дело вверх по течению подняться, а там уже с плавом пойдем. Кстати, замерял, сейчас лодка идет где-то 12-13. Опа, ничего себе, перелил. 12-13 километров в час. Так, завалы. Сейчас налетел на корягу, блин. Пришлось снимать весло, чтобы оттолкнуться. Что-то уже как бы здесь либо, ну, изменилась обстановка, потому что не был здесь пару лет. Сейчас попробуем как-то это аккуратненько обойти. Этот участок реки очень сильно закоряжен. Очень много топляков, прям дубов, как бы вот мореных до хрена, видимо, когда во времена еще царя Гороха здесь сплавляли лес. Какие-то бревна тонули и оставались на дне. Вот такие вот завалы здесь. Уже один раз ударился винтом. Вода мутная, корягу поздно заметил. Приходится маневрировать между корягами. Берег яровой, здесь глубина, блин. И торчат вот деревья здоровущие. Каждый год мокша меняется. Вон свежие деревья падают, берег подмывается в разлив по большой воде. И сносит деревья, они падают в реку. Вот 10 километров в час. Ровненько идем. Но это мало. Это мало. Нужно что-то делать с мотором. А? Только поднимаюсь, вот с плавом пойду вниз. Вы с Темникова, что ли, оттуда? А? Две трубы стоит. Нет. А вообще на какую блесну здесь клюет? Я головля ловлю. Головля на мулку, что ли? Ну, на кренки на маленькие.
поднялся. Думаю, что больше, чем на 10 километров, прям очень далеко, встретил 2, а может быть даже 3 группы отдыхающих байдарочников, которые идут, видимо, с Темникова до Вещерки. Фух. Ну все, сейчас отсюда пойду сплавом. Потихонечку будем бросать. Возможно, где-то буду вставать на якорь в каких-то интересных местах и облавливать более конкретно. Поэтому все, начинаем сплавляться и пытаться поймать большого головля. Так, ну что, начинаем вот потихонечку сплавляться. Вот такая вот красота здесь. Завальчики. Потратил я 1,5 бака бензина, пока поднимался. И 1,5 часа времени. Где-то вот так вот. Оп. Все, сейчас потихонечку идем вниз. Где-то течение посильнее, где-то потише. В зависимости от поворота реки. Да, не получается вот сплавиться с заброской. Может быть, как-нибудь. Но зато вот подняться на моторе и тоже сплавиться, тоже, в принципе, прикольно. Так скажем, от машины, вот до этого места, откуда я сейчас начал, я еще не поднимался на моторе. Не было возможности. А теперь вот как бы есть с новым комплектом. Можно даже и выше подниматься. Ну что, кидаю. Минут уже вот 5-10 поклевок нет. Вода очень мутная. Не знаю насчет уровня высокой-невысокой, но мне кажется, немного высоковатая. Погода отличная. Не жарко, что самое главное, как бы. Очень комфортно. Ну, вроде как бы дождичек обещали что-то. Но нет дождя. И это тоже хорошо. Тишина, птички поют. Лепота. Как бы не за рыбой, а на рыбалку. Отдохнуть душой и телом. Нужно всегда помнить, что день на рыбалке в счет жизни не идет. Вот такие пироги, мои хорошие. Все тут бабочки летают, ну, какие-то птички за ними гоняются. Воблер, не знаю, поставил правильный я или неправильно. Ну, сейчас поменяем, что-нибудь другое поставим. Красота вот в целом. Чем не отдых? Отдых. Люблю такой отдых. Так, вот они на веслах встают уже вот байдарочники. Ночевали здесь. Видимо, позавтракали и собираются в путь. И там еще одна группа тоже. Да. Ну, они быстро меня обгонят там. Рыба не клюет, но хотя бы полюбоваться пейзажами красивыми. Такая палка тут посередине реки. Надо и палку обойти, и воблер забросить. Не затягивает нас под палку под эту. Как говорится, хочется и рыбку съесть, и... А палку лодку не ободрать, да? Не, погода просто чудесная. Красота. Даже если ничего не клюнет, я просто буду доволен тем, что вот сплавился по реке.
Но я все-таки надеюсь, мы что-то поймаем. Очень на это надеюсь. Первая поклевочка. Встал здесь вот прям шикарное место. Думаю, неужели здесь нет головля, блин. Покидал одним воблером, другим. Не клюет, не отзывается. Думаю, блин, не может быть. Не может, думаю, быть. И вот такой вот хороший голавлик. Слабенько сидит. Ну, не совсем уж прям вот хороший. Но и не маленький. Опа. Воблер Эльмино 44-й. Так, вот никогда не делайте так, как сделал я. То бишь дужку на катушке нужно открывать, потому что может все что угодно здесь случиться. Ух, он с молокой еще, ничего себе. Ты че, брат? Июль месяц. Все тут зафаршмачил. Так, Роман велел передавать головлям привет, поэтому тебе привет от Романа. Как говорится. Опа. Все, отпускаем, давайте его до дому. Спасибо тебе. Ну, вот уже не зря, как говорится, и поднялись. Так, тут все вытираем, все он тут зафаршмачил. Молоками. Штаны новые. Так, ну отлично, покидаем. Есть тут голова. Место очень обалденное. Я до сюда не поднимался, будем иметь в виду. В принципе, как бы можно подниматься. Там еще внизу перекатики хорошие. Попробуем, половим. Сейчас байдарочники, правда, пойдут. Это маленький жерешок. Здесь больше есть? Конечно, есть. А есть что-нибудь у вас крупненькое? В смысле? Ну, вы уже поймали что-нибудь такое? Ну, голавлика грамм на 500. О, мам, смотри. Кошки не ловят? А? Кошки не ловят? Не, он уехал как его, на фестиваль. А у тебя что? Пляшет. Одного голавлика вот поймал здесь. Ждем обзор в интернете. А я не помню, да, они сели, что ли? Они сели, да. Да? Они сели. Сели? Ты не думаешь. Окунь, что ли, блин? А нет, голавлик, блин, догонял. Ну ладно, включил камеру, потому что рыбка клевала. Пропустил группу байдарочников вперед, они ушли. И я продолжил сплавляться. На том перекате как бы что-то поклевок больше не было. Иду, вот сейчас голавлик клевал, а клевал как окунь. То бишь как бы не сразу его бабаха, догонял и тюкал. Но не крупный. Но это не самое страшное. Самое страшное то, что листья он на деревьях даже не шевелятся. Говорят, затишье перед бурей, что ли, или что? Как бы грозу какую не навернуло. Хотя вроде не обещали. А я вроде и не смотрел. Поэтому хрен его знает, что обещали. Солнышка нету, как-то так вот пасмурно маленько. Морит. И ветра вообще ноль. Штиль. Сплавляюсь прям вот
Лодку никуда не таскает, красота. Поэтому просто кайфуем, идем по реке и побрасываем в разные стороны воблерочки. И слушаем, как птички поют, и мушки вон еще жужжат здесь. Думаю, еще одного-то мы поймаем голавлика-то. В этом месте река уничтожает деревья, вырывает их с корнями. Вот здесь вот прям, видимо, льдом вон там он сломало в половодье. Вот это дерево, видимо, на следующий год тоже упадет. Вот прохожу под ним. И вон там завал, прямо на самом повороте. Тоже деревья с зелеными листьями как бы поваляло недавно. Может в этом году, может быть в прошлом. Есть которые вон уже старые. Ну красотища вообще прямо. Не устаю это говорить. Просто красота. Рыба никакая не нужна. Просто вот никого. Все байдарочники уплыли. Тишина. Лепота. Что-то отдаленный запах костра. А, там же лагерь был впереди, может, от него осталось. Вот хороший какой-то завальчик тут прям с течением. Может быть, бросить якорек здесь тоже. Сделать несколько проводочек. Попробовать, почему бы и нет, да? Так, ребята, попался. Естественно, как бы не на камеру, потому что, ну, блин, ну вообще не клюет. Я, в общем, до хрена прошел. Просто здесь место вот такое, как бы, вот, ну, интересненькое. Подснял его, как бы, встал. Думаю, да, покидаю. Опять на эльмину. Опять такой же голавлик. Может, чуть-чуть поменьше. Ну, просто место читается прям. Что как бы вот, ну, должен быть как бы вот здесь голавлик. Ай, смотрите-ка, смолокли, блин. Странно. Блин, как бы перехватить левой рукой что-то неудобно. Как бы ты вот крючки в палец, это мы все знаем. Сейчас отпущу, не пищи. Просто место вот прям вот, ну вот очевидно, что здесь должен быть голавль. Ребят, все, отпускаем его. Эльмину 44 в раскраске, так скажем, индеец. Плюс-минус вот в таких местах буду останавливаться. Минут 5-10 кидать. А остальное можно проходить с плавом. Ну вот иду с плавом, и поклевок, можно сказать, нет совсем. До поимки этого головля была одна поклевка. Но это тоже вот как бы вот в количестве-то нету, чтобы бэх на каждом забросе. Но этот как бы клюнул с ударом, с головлином, правильный голавль. Нет, на камеру не удастся поймать клёва. Активного какого-то жоры нету. Сейчас поменяю еще воблерочек, попробую, и дальше пойдем. А, вот еще один, смотрите, на камеру, ребят.
На камеру клюнул. А какой молодец, на камеру клюнул. Ну-ка иди сюда. Не, давайте заподсачим, потому что крючки в палец мне тут нафиг не нужны. И голавль-то как бы вот что-то стандартный какой-то вот. Где здоровый-то? Вы мне скажите. Где здоровый голавль? Блин, крючки опасно возле пальца висят. Отпускаем. Отпускаем. Смотрите, на камеру клюнул, какой молодец. Да? Ну, можно еще сделать несколько забросов, значит. Да, до сюда я не поднимался раньше. Сплавом проходил пару раз, удавалось мне сплавляться по этой реке. А на моторе до сюда я не поднимался. А места здесь тоже интересные. Встал вот еще на одной быстринке здесь. Сейчас посмотрим, что тут. О, была поклевка. Блин, опасно здесь. Короче, блин, коряги, ребята. Одни коряги. Ну, поклевочка была. Как его здесь взять, этого голавлика? Поставить более поверхностную приманку, может быть. Потому что я даже здесь спасти, наверное, не смогу. Жаль, не записал поклевку на камеру, как бы. Голавль аж выпрыгнул из воды. Ну, тоже место такое, читаемое, как бы. Решил поставить воблеры более бюджетные, потому что, как бы, вообще непонятно. Точнее, понятно, что здесь страшные завалы и можно потерять воблер. Поэтому более бюджетный поставил. Маленький голавлик вот клюнул. То бишь голавлик держится на быстринках. А вдоль берегового среза как бы вот кидаю и что-то вообще тишина. А вот такие быстринки выстреливают. Вот еще голавлик, ребята, обстримом снялся с точки, встал на сплав как бы, потому что там был зацеп, пришлось перемещаться. Опа! Этот голавлик что-то прям покрупнее, наверное, сегодняшних. Коль клюет на эльмину, кидаю его, короче. Блин, ну. Все, цепил, ребята. Ну, нет, такой же, наверное. Такой же голавлик. Отпускаем его. Уже вдогонку туда кинул за бревно. На этой быстринке. И он клюнул. Так. Поводок весь в мясо, наверное, надо поменять. Или может выпрямиться. Не люблю, когда мятый поводок. А нет, вот выпрямляется потихонечку. Все, сейчас продолжим. Блин, отвалился. Камеру включил, отвалился. Ну это какое-то проклятие. Ну, камера, ну. Как так, не понимаю. Да, вон какие здоровые стволы торчат из воды. Так, ну здесь, наверное, не буду вставать. Хотя голавлик выше этого пенька вот клюнул. Нет, пойдем дальше, посмотрим, может быть, какой-то будет еще быстринка, перекатик какой-нибудь. А так не клюет. Прохожу завальчик такой, здесь тихо, вот на веслах помогаю. Здесь неинтересно, что-то не клюет ничего, вот только на быстринках как-то.
Тишина, красота. Что-то даже и мухи пропали. А нет, вот одна пролетела. Тишина прям, конечно, затишь, прям штиль. Так, время уже час, может пообедать, где-нибудь встать, что-нибудь перекусить. Наверное, так. Прошел уже много я. И не клюет, а тут как клюнет, короче. Ну. Чуть спиннинг из рук не вырвал. Вот такой вот голавль, ребят. Отпускаем его домой, пусть растет большой и толстый. Дело-то уже прям вот, наверное, к машине подходить. Ну, не совсем, конечно, но уже много пошел. Короче, не клюет голавль. Вот от берега кидаю всякие вот в карманчики, в затишочки, затравку, туда-сюда, и нифига. Несколько раз было так, что голавль просто бил приманку, как бы вот прям почти до самой лодки, и не хватает. Вот, удалось поймать только на быстринках, как бы. А быстринки что-то херак и закончились. И больше не попадаются. Знать бы дело, на тех быстринках постоял бы подольше. Поэтому дела такие. Но зато погода хорошая. Так, ладно, что, сейчас на веслах маленько пройдем, потому что здесь какое-то грустное место. Сдается мне, что это крайнее место, вот где можно покидать. И тут прям за пару поворотами уже автомобиль, как говорит товарищ Якубович. Да, грустненько по рыбалочке так-то. Но пейзажи какие. Природа какая. Красота. А рыба не клюет. А рыба не клюет. Рыба не клюет. Но зато красиво. Вон он где, да, сыграл. То страшно закидывать, блядь. Здесь кругом одни прям корягина. Бревно на бревне. Можно будет еще воблеры тут поменять. Попробовать, потому что, наверное, дальше все уже. Это конец рыбалки. Ну все, дорогие друзья, буду заканчивать рыбалку. Все видели сами, все сказал по дороге. Рыбалка, ну, такое себе, как бы вот в плане рыбалки. А вот то, что вот сплавился здесь, вот в этих вот местах, как бы это очень вообще прикольно. Не знаю, поеду я сюда еще или нет, потому что здесь проходит трасса для сплавов. Тут постоянно байдарочники на крафтах, там вот это все остальное. Вот. Есть более тихие места. Но хотя вот сегодня воскресенье, да, они вот, ну, что-то, ну, в принципе, не особо мешали. А так бывает, что вообще здесь прям вот они друг за другом фигачат. Вот так вот. Ну все, что, пока-пока. Увидимся на воде. До новых встреч. Не заходи, если что.